Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями чачунского наслега. Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Акаемовых. Анна Николаевна и Игнат Иннокентьевич вот уже 11 лет являются приемной семьей. Жекерген Акаемовтар демит, ағыз оғыны иттігі жабыт, иккеті удашырыня, онна алтоға опекунства. Біз бірге төрәбіттері итті бұппыт, олаттары. Кыз кәлбіті, онтан бұл Павлигыл бұппыт, бұйыл болланы бұл Саша кәлі февраль айттан, адаптациятын ұжа баран әрер. Бұл Павлик кірі әрдағына пөлкілер гейін жібіті, қоныстыр. Онтан бұл ұлатан баран спорт өттігер қайысқаланан әрер. Ondan bu kara olbut Sasha пока детсат, улатан истана билли, баллади, батта. Ну, каратыгар, конечно, мама папа талын истер, улатан истана я характеры уларыян кем бәтин тоғын праватын декаду. Этинер, оны ме төрөппөтөй дүр балды, bir өттінен. Оны хен офсайтылы болан аттанен мендехен олары өтті. А так, наханды кулақан сложный туа көстелік біне оларға. Білен улақаттарым яллар, бұйкі оғым баллар. Иккен пенсиялақ бет. Мен пока өлелі хеджем наскола. Тегірі бұйтнігінен. Ота кехи бая оғыто үрдік сетихилақ боллағаны төріп бет, конечно, үйерер. Онан канаттанан оғылары көрісі тоқтыр ба. Мәтті, оғылыр бұтынан ең. Үліға үйреті бет. Bileni qarada öyle bollun, ceyde öylete bollun, baratın oğlar bütünen toqtu büt. Doğru birge hacabıt, okka hacabıt. Teknikaga kıyıllar, kımeleheller. Beylere biligin kulağıra, ottu baralları garigin beylere gitallar. Bileyim bu bol bütün karalan öğretiyek bit. Urutiliğinden oksu öbete bollağını biligin traktöründen oksu olurlar. Oğu beyte törüp bütün körün üleğen bir сестер. Родители меня учат, что хорошее, что плохое. Надо хорошо учиться и рекомендуют такие учреждения, в котором я могу, когда закончу школу, идти учиться. Я хочу, когда закончу школу, сперва отслужу, потом, если все мои документы будут хорошими, то поеду в Краснодарский край На военное училище. Вот это мои достижения. Тут видно, что какие я люблю виды спорта, но в этих грамотах я люблю настольный теннис. Я занял первое место в прошлом году. И футбол в этом году я занял 3-е место. Ну, мы с командой. Еще я в этом году попал в нашу команду КВНщиков. И мы в Вилюйске заняли 2-е место. Вот это сертификат. Анна Николаевна и Игнат Иннокентьевич, имея большой опыт воспитания приемных детей, также ответственно воспитывают Павлика и Сашу, приучая их к труду и закладывая в них семейные ценности. Oğa iyala Allah buluqtaq, yağa taptalın biliqtaq. Onu ulattaqtarına tabii ebehe nisbetten o kinleri ılkınan, ölehet kınan, üyereqtaq, can balaların sütüyeqtaq bit. Ol bolar bihi ötü gesbip buldu vallahi. Matta. Oğunu körde köret ki razı biliyor körer batta kılavıra. Onunla haydara bile süren çok aspallağına oğa emyanı çostoydur evet. Ölühüm bile en yaka hıstar diyekadu. Hıstar kılavıra. Oğa kılavıra bile petağayın ballağına orada en yan çostoydur. Evet, çok havat diyen. Atak oğa en yaka çok ahır ballağına yankin yaka. Össü küske çok ahır ballağına. Tübül betim bin ağız oğunu kılavıra bu kırılarıttan ılbıtım dağını
оннуга баһы көрбетем кими дааны. Киннерде миин токтаба тактары. Билен ыл болбут оголорун бары келе бар хеджалар. Каждый ребенок должен воспитываться в семье, и мы рады, что все больше детей, находящихся в центрах, обретают семьи и получают тот задел, на котором будет строиться их будущая жизнь. Человек, который является приемным родителем, он, на мой взгляд, это совершенно другого склада ума человек и с огромным сердцем, потому что взять на воспитание совершенно чужого ребенка, который у нас, ну, не секрет, что сейчас большинство детей, они являются социальными сиротами, то есть имеют родителей, но те, в силу того, что ненадлежаще исполняли свои родительские обязанности, были лишены. Поэтому дети попадаются, конечно же, с психикой уже с разрушенной. Но вот такие родители, которые принимают детей на воспитание, я удивляюсь их стойкости и вообще их большому сердцу. Проведя анализ, даже можно увидеть то, что вот дети, которые, конечно, в центрах для детей-сирот, им оказывается вся большая такая вот помощь, им, их помогают, но, конечно, вот любви, ласки, которые они получают в приемных семьях, такого они, конечно, не получают. Поэтому анализ показывает то, что те дети, которые вот именно жили в приемных семьях, в опекунских семьях, они больше адаптируются вообще ко взрослой жизни, потому что у нас вот приемные семьи очень такие активные в Сунтарском районе, обучают детей и шитью, и готовке, поэтому вот дети, которые воспитывались в приемных семьях и в опекунских, они более социально адаптированы к среде. И, конечно же, могут по любым вопросам обращаться к своим. Они называют своих родителей, ну, как мама, папа. У нас, да, все дети называют мама, папа. Поэтому в этом плане, конечно же, нашим приемным семьям огромное спасибо. И я всегда удивлялась их характеру и такому большому сердцу. Вот к нам недавно вот приехали из города Нюрбы трое родных. Старшая Аня, вот, которая рисует, ей 10 лет. Алина, ей 9. И Рома, самый младший из них, ему 8. Все дети очень активные, веселые, занимаются у нас в разных кружках, секциях, посещают кружки фольклора. Вот девчонки занимаются хомусе и рукоделию. Рома у нас спортсмен, любит заниматься футболом. Сейчас вот катается на лыжах еще. Я тоже. И вот, как вы видите, любят настольные игры. Мы часто здесь устраиваем соревнования, любим играть. Аня и Алина вместе учатся в 3 классе. Девочки старательные, усидчивые ученицы. Внимательно слушают свою учительницу, проявляя большой интерес к учебе. Их младший брат, 8-летний Рома, учится в 1 классе. Ему, как и его ровесникам, интересно открывать для себя новый мир знаний. И делает это Рома с большим удовольствием. Алина и Рома посещают кружок дополнительного образования, где под руководством преподавателя учатся лепить фигуры разных животных. Еще одно увлечение Алины – занятия в творческом кружке «Сылык». Аня с удовольствием занимается в фольклорном кружке.
Аня и Алина очень любят кататься на лыжах. Дети общительные и дружные. Я когда вырасту, я стану воспитателем. Я когда буду большой, я буду полицейский. Рома вообще молодец. Он учится в 5, 4, а Анита тоже хорошо. Отлично работает, отлично делает. Дети такие жизнерадостные. Мы хотели бы, чтобы у них появилась семья. Меня зовут Александр. Я учусь во 2-й школе, в среднем, в 7 А классе. Я занимаюсь вольной борьбой, только пока начинаю ходить в спортзале «Арчим» со своим другом Артемом. Саша уделяет занятиям в спортивном зале большое внимание и ходит на тренировки с удовольствием. Саша трудолюбивый и работящий. Любимое место в центре, куда Саша приходит с огромным желанием, это столярная мастерская, где под руководством своего преподавателя он учится рисовать и выжигать по дереву. Это занятие развивает творческие способности Саши, которые, несомненно, пригодятся ему в будущем. Саш, ну планы у тебя на будущее какие? Кем ты планируешь стать, куда поступить? Я хочу заниматься творческим делом. Например, в работах оператора, художника. Мы надеемся, что в жизни Саши появится любящая семья.